topic for today, that's me. Название компании, тема сегодняшнего дня, мое имя, Юрген Роберт. We prepared two presentations. Мы приготовили две презентации. One is quantum and turbo core technology. Первая это квантум, название чиллера и And турботехнологии. the other one is quantum in data centers. И вторая презентация квантум в центрах обработки данных. This is the agenda for today. Это план на сегодня. For company profile, quantum chiller design, what is the principle of the quantum turbo compressor, why is our refrigerant circuit oil-free, and then a little bit through the heat chamber design and a couple of references. Информация о компании, что это за компания, чиллере. Evaporator, condensator, Испаритель, конденсатор, cabinet, compressor. штаб управления, компрессор. Like every compressor, like every chiller. Так выглядит любой холодильный прибор. But there are differences, I'm going to show you later on. В чем же разница? Позже я еще чуть-чуть расскажу. Air-cooled unit, same deal. Control cabinet. С воздушным управлением, та же самая конструкция, шкаф управления. In front of the unit. Then we have the condensers, which are customized for us. They're manufactured by Thermofan. Конденсаторы делаются компанией Thermofan, но по спецификации компании Fokker. EC fans. Электронно-коммутируемые вентиляторы, моторы. And quantum compressors up to 4. И компрессоры, турбокор компрессоры до 4 компрессоров в одной машине. This will give us cooling capacity in the air-cooled unit of around about 1 megawatt. Приблизительно максимальная мощность воздушным охлаждением чиллера 1 мегаватт максимально. This is the motor range. Very briefly, we have Модель water-cooled, especially we have two types of compressors. Первое, машина водяного охлаждения, используется два типа компрессора. This is the low and high condensing ones. Низкая и высокая температура конденсации. So this explains our product type description code. Goes water-cooled goes up to 3.4 megawatt in the low condensing unit. Водяного охлаждения до 3,5 мегаватт, но низкая конденсационная. High condensing unit is condensation temperature 75 degrees, which will lead us to maximum capacity of 2.5 megawatts. И другими компрессорами максимальная полупредельность одной машины 2,5 мегаватт, максимальная температура конденсации 57 градусов. This would be a typical data center application. Вот эти вот типы машин используются в большинстве вычислительных центров. So data centers is always this type here, and it's never this type here, and sometimes it's air-cooled. В основном применяется, еще раз повторяю, средняя колоночка. Практически никогда не применяется первый тип с минимальной температурой конденсации и очень редко с воздушным охлаждением при владении машины. And very upcoming strongly is this type S, the split version. Также одна из версий это тип S, сплит, то есть разделенный, да, с основным конденсатором воздушного охлаждения. Because we have very popular modular speed drive and very high efficiency. Тоже очень эффективная машина и очень популярная в вычислительных центрах. Okay, any questions? Какие вопросы? No. Happy? Here we go. Quantum compressor. Key to the game. Компрессор, квантум компрессор. This is what it is. It looks complicated, but it's not. Выглядит странно или сложно, но это не так. Basically, it works like an EC fan. В основном это работает как электронно-коммутируемый вентилятор. But the setup is different here, of course. So, as you can see, this is the rotating shaft. It's the only thing which is moving. Единственная часть, которая здесь вращается, это центральная часть, это, как правильно сказать? Ротор? Ну, ротор, спасибо. Это не рабочий. Ротор, да? Yeah, it's double stage, yeah. Он always double stage. Всегда двухступенчатый.
То есть на нем два типа лопаток положено. And the most interesting thing is that it's variable speed driven. И очень интересная вещь, то, что это, соответственно, с изменяемой скоростью вращения. Variable speed drive. Rotation speed is 18,000 up to around about 38,000. Скорость вращения ротора от 18 до 39 тысяч оборотов в минуту. This is a lot of speed. 38 тысяч. Which will give us a lot of capacity. Соответственно, за счет этого вращения очень большую мощность можно получить. Each compressor around about the high condensing level is around about 250 up to 270 kilowatts per unit per compressor. Мощность одного компрессора 250, 250, 280, 270, depending on the size. That's the other one, the GT300. Мы сейчас говорим о компрессоре PT300, который имеет производительность номинальную 250-270 киловатт. Это тот компрессор, который используется с высокой температурой конденсации. Very easy to explain. It works like this. Сейчас попробуем продемонстрировать, как это работает. Да, как видите, компрессор работает лучше. Но что-то тоже поломался. Very easily, yeah. Ну, если всегда в магнитном поле, постоянно в подвижном состоянии. То есть ротор находится в магнитном поле, постоянно в подвижном состоянии. Чуть-чуть позже. То есть он как именно организован. То есть он никогда вниз не падает. То есть, как говорят, а что будет ротор упадет, еще что-то. Просто не падает никогда. Он падает тогда, когда машина не работает. Нет, он не падает. Very, very simple. У нас такая штука есть, а там начал не учить, через 6 лет. Но на самом деле проблема в чем я понял. Они поставили, ребята, в отделе автоматизации, они быстрее поставили около что-то там типа частотников или еще какой-то у них там испытательный стенд. И прям видно, короче, его как ставишь, там, вот он стоял там, грубо говоря, 2 или 3 года этого стенда. Он повисит, наверное, секунду, и как в бок начинает прям резко крен. То есть где-то что-то там перемагнитилось, магнитное поле сместилось. Very important is that we don't have any mechanical friction at all. То есть очень важно понять, что здесь нет никакого механического зацепления, да, механического контакта, трения. This is magnetic bearings. Это магнитные подшипники. No friction means no oil. Нет трения, нет масла. Oil free. Отсутствует в холодильном контуре масла. Which will help a lot. Это очень помогает при конструировании. And this is one of the reasons because this compressor is variable speed driven. И это позволяет делать компрессор с изменяемой скоростью вращения ротора. And it's always the same setup. The section side is coming from the front. Всасывающая часть находится с передней части компрессора. And discharge unit is this side here. И подающая линия со стороны компрессора. Yeah. That's very simple setup. Достаточно простая внешняя конструкция. And the compressor itself is cooled with refrigerant. Компрессор сам охлаждается с помощью фреона. We have 2 solenoid valves. One of them is always open. It's 50-100. Два соленоидных клапана, один постоянно открыт. Then the liquid refrigerant, warm liquid refrigerant, И фреон в теплом состоянии, жидкостном состоянии, is left through here, проходя через cooling the electronics канавки, охлаждает электронику. without creating any condensate problems. Без образования конденсата и соответствующих проблем, связанных с конденсатом. Any questions? Вопросы? No? А скорость вращения определяется силой магнитного поля? The speed of shaft, how it's regulated? The speed of shaft. Shaft, yes. It's regulated. Motor is the shaft. The motor. This is the shaft is magnetic, and then the motor is around it. В середине вы видите мотор, да, который вращает этот вал. It's Вал подвешен в магнитных подшипниках. В середине стоит мотор, который осуществляет вращение. and it's balanced. Yeah, it's speed. And it's balanced. Every
вопрос о скорости вращения. Every 6 degrees is measured, and after that, every 3 degrees is balanced. Каждые 6 градусов измеряется положение этого ротора, и каждые 3 градуса положение меняется, балансируется. This is a lot of data when you refer to 38,000 rounds per Очень minute. много значений нужно для того, чтобы обеспечить скорость с 8000 оборотов в минуту. Нет, чем это обеспечивает? Чем это обеспечивает? За счет Скорость? чего? Да, за счет чего? Мотор стоит электрический. Электрический мотор? Электрический мотор, который вращает. То есть магниты подшипники, они просто подвешивают ротор, да? А вращение происходит за счет мотора электрического. Okay? Осевые смещения держат тоже Магнитные, да, магниты подшипники. That's made by the bearings, right? Yeah, of course. Постоянные магниты или переменные, или электрические? Сейчас. Постоянные магниты. The magnets are electrical or something like constant magnets? No, electrical. Electric, электронные магниты. The only thing with this magnetic is, Магнитный сам по себе только and the bearings are magnetic itself, but they're controlled by electronics. подшипники тоже магнитные, но они контролируются электроникой. Слушай, когда питание отключено, вау, в каком состоянии? Without electrical connections, what is the position of the ship? Is it down or it's in case? The shaft is, there is almost no shaft. The shaft is plus minus 0.2 millimeters. This is exactly what this is. Расстояние между ротором и внутренней поверхностью подшипника 0,2 мм. When it stops, yeah. Когда это останавливается, вращение, This is 0.2 то millimeters. есть Very tiny. 0,2 мм, он, естественно, ложится на подшипник. Because of that, we have very low leakage inside the compressor, which will give us high COP. Это один из тоже моментов, который позволяет достичь большего коэффициента КОП. Я прошу прощения, коэффициент КОП всем знаком, да, что это такое? Я буду просто сразу говорить. Еще вопрос был у вас? Какой способ решения двигателя и турбины? Двигатель электрического и турбины? What is the connection between electrical motor and ship? How it's connected? Why the ship is driving? Here's the motor. What is the type of connection between motor and ship here? Тоже магнитное. Магнитное, да, то есть there is no also question. No. Тоже нет никакого трения и соприкосновения мотора и поверхности двигателя и вала. And our cosinus phi is 0.998. Косинус фи 0,98. Always. Всегда. Very high efficient. Очень высокоэффективно. Okay. These are just the two main compressor types. There are actually three. Два типа компрессора, как мы уже говорили. TT300, TT400. ТТ-300 и ТТ-400. This one round about 250, 270 nominal cooling capacity. This one is around about 500 kilowatts cooling Первый capacity. компрессор, как мы уже знаем, 250-270 киловатт номинальной производительности. Второй до 500 киловатт. Casing is the same size. Внешний размер одинаковый, то есть кожух одинаковый. Difference is shaft design Разница and of course в motor design. дизайне двигателя и дизайне самого ротора с лопатой. Okay. This is quantum compressor electronics. Это электроника, которая управляет компрессором. I don't want to go through all this. Я не хочу как бы детально рассматривать все эти компоненты, как это все работает. What is very important is Что важно, we have variable speed. изменяемая скорость у нас есть. Variable speed and we'll have startup currents right here, И что очень важно, стартовый ток меньше 5 ампер. which will never be higher than 5 amps. Холодильная машина любой мощности имеет стартовый ток меньше 5 ампер. It's always lower than 5 amps startup Это current. всегда меньше, чем 5 ампер.
no matter how many compressors we use. Не имеет значения, сколько компрессоров в машине используется. Because we don't have no mechanical friction between like a screw compressor. Потому что прежде всего нет механического трения, то, что при пуске нужно, так сказать, преодолеть, как происходит в обычных типах компрессоров. All we need 180 watts to lift the shaft. Что необходимо? Мощность 180 Вт для того, чтобы ротор поднять подшипник и балансировать его. И после этого начинается вращение. Okay. This is very, very, very important, especially when it comes to data centers. И это очень-очень важно, этот показатель стартовый ток, особенно когда мы применяем оборудование вычислительных центров. Or when it comes to replacing units, R22 for example. Или когда вы меняете старые машины с прионом 22. Okay. This is just give you an idea what is going on between the compressor and our controls. Здесь такая информация общая, что происходит, как происходит взаимодействие между компрессором и системой управления. There's a lot of information going on between the compressor and our control system. Очень много информации, данных между компрессором и контроллером. Yeah. This is very important because our performance is differently than it is to a regular screw chiller. Yeah. Это очень важно, так как система управления, работа компрессора сильно отличается от компрессора обычного стандарта. This is basically quantum reduced into two charts. Это две основные, так скажем, преимущества квантума. This is a regular screw chiller, for example, startup sequence of a regular screw chiller. Первый график это стартовый ток, да, то, что мы говорили. Изначально обычная красная линия это обычный компрессор, стартовый ток, и потом приходит рабочее состояние. И синяя линия это стартовый ток и работа компрессора квантума. Sometimes when the screw compressor starts, lights go up, yeah? Иногда, когда обычная холодильная машина включается, свет выключается. This is what you want to experience here. And this is very, very easy to understand. And this is basically the difference between screw and quantum chillers. Это тоже очень важно, график, показывающий разницу между холодильной машиной Quantum и стандартной машиной. For example, suppose we have cooling capacity of 270 kilowatts. Например, номинальная холодопроизводительность 270 киловатт на With one нижней compressor. линии с одним компрессором. Мы рассматриваем сейчас один компрессор. This is what a screw compressor would do. It would activate one compressor. То, что с полкомпрессора, это, как правило, один компрессор. Now you would activate another one. So that means the specific cooling capacity would be around about 150-140 kilowatts per compressor. Соответственно, его снижение мощности может быть где-то до 150 киловатт. That means due to variable speed, В соответствии с тем, you что will go up. Because both compressors are then running under Pareto conditions with reduced speed. Если мы возьмем обычный компрессор, тоже где изменение скорости, уменьшение скорости вращения, да, и мы дойдем до 150 киловатт, здесь два графика показывают разницу эффективности. And Kofoli is doing that in parallel operational from 1 to 8 compressors. И компания Kofoli может таким образом работать с компрессорами от 1 до 8. One cool or 1 to 4 when it comes to the air-cooled units. От 1 до 8 с водяным охлаждением, от 1 до 4 с воздушным охлаждением. То есть параллельно могут работать несколько компрессоров в этом режиме частичной нагрузки. То есть не включаются и выключаются компрессора, да, когда снижение нагрузки, а параллельно работают компрессора, одновременно снижая нагрузку в частичной загрузке. Clear? Да? Чтобы очень важно, да, еще раз на всякий случай, что не видно разницу в CO2, да, 3 частичные нагрузки увидите. То есть более чем в 2 раза. Oil-free refrigerant circuit. Безмасляный холодильный контур. It's telling you that it's not just the compressor itself, it's the whole setup of the system. Как бы тут надо понимать, что это не просто сам по себе компрессор, да, это вся система от этого устроится. This chart is telling you that due to the period of performance or operation, screw chillers will lose cooling capacity. Этот график показывает, что во время работы, продолжительной работы, обычный компрессор теряет свою производительность. Because every time the engineers do maintenance, they put some oil in it.
Потому что постоянно добавляется масло или используется масло в этом That компрессе. means, especially during a long period and especially in part of operation, the oil will stay inside the evaporator and not come back. И особенно при частичной загрузке, и, соответственно, при длительной эксплуатации масло начинает оставаться в холодильном контуре. This will lead to the situation that the tubes inside the evaporator will be covered with oil. Это означает, что внутренняя поверхность теплообменника будет засоряться вот этим маслом. If there is oil, there is no refrigerant, that means your cooling capacity will go down. И это означает, соответственно, снижение холодопроизводительности после продолжительной работы And your холодильника. COP will go down, of И, course. естественно, у нас хоп тоже идет снижается. And that means in final result that your operation costs will go up. В итоге, через определенное время расходы на работу машины, соответственно, вырастают. Да, операционно разгон. Стоимость произведенного холода вырастает. Which is quite a lot, yeah. You can see around about 13% will lead to a capacitation loss of around about 20%, which is quite a lot. Вы видите, значит, почти 13% циркуляции масла означает 21% потери холодопроизводительности. Это данные Ашая. Very, very important. Очень-очень важно. Watch out. Simple comparison. Простое сравнение. Quantum chiller, Quantum blue screw chiller. screw compressor. Up to here, same deal. До вот этой верхней части таблицы это одинаковое абсолютно значение. Chilled water supply, chilled water temperature is 1060. Подача воды потребителю и обратно 10-16 градусов. Cooling water recooling system 1445. 40-45 драйкулер, например. Nothing special up to here. Ничего особенного до этого момента. Difference. Одинаковые условия. Now it's going to be interesting. Разница ниже, это становится интересно. For two reasons. По двум причинам. We are oil free. Мы без масляния. That means oil in the refrigerant circuit works like an insulation. Это означает, что масло в холодильном контуре работает как изоляция. That means Это означает, if we want to produce chilled water of 10 degrees, если вам нужно произвести холодную воду 10 градусной температуры, evaporation temperature will be lower, of course. температура кипения будет, конечно, меньше. With quantum, your evaporation temperature will never be 1 K below this. С квантумом это температура, разница между температурой кипения и этой температурой никогда не будет больше 1 Кельвина. Quantum evaporation temperature would never be higher than 9 degrees. В данном случае температура испарения в квантуме будет не меньше, чем 9 градусов. Yeah? Always 1 K. That's maximum. Это максимальное значение 1 Кельвин. So when it comes to screw compressors with oil, Когда вы идете к компрессору с масляным контуром, same deal. те же температуры 10-16. But here, due to the oil, they have to stay away factor 2 to 4 K. Соответственно, разница между здесь температурами уже будет от 2 Due до to the 4. oil, Только лишь за счет масла, находящегося в холодильном контуре. evaporation temperature would be around 11 degrees. Это означает, что температура испарения будет приблизительно 7 градусов кипения, да? Oops. And this is on the evaporating side for evaporating and on the condensing side as well. Это со стороны испарения, со стороны конденсации. Те же самые значения, те же самые разницы в температурах. That means the lift, the quantum is lower than it is. Это означает, что разница, да, в температуре в квантуме здесь будет 36 градусов, и здесь будет, соответственно, больше, 39-45. То есть это то, что производит компрессор, работа компрессора. Да? Здесь он должен сделать разницу в 36 градусов, а здесь он должен сделать разницу в 39-45 градусов. Работа компрессора. The lift is nothing else than P electric. А это означает только лишь потребляемую электрическую мощность. That's reason number one. Это причина номер один. Any questions? Еще? Second thing Вторая часть. is you have a condenser, Вторая часть конденсатор, evaporator.
испаритель. Oh, bad one. You have a condenser? Конденсатор, Evaporator. испаритель. Much better. Well, then here you have your 3-port valve and your pumps and your tri-cooler over here. Здесь схема, например, с драй-кулером, с такими отравителями, да, насос и водопровод вал. This temperature is very, very important Вот эта температура очень важна. because between here and there we have to maintain the minimum delta P for operation. Здесь необходимо создать минимальную разницу давления между испарителем и конденсатором для This работы. is the quantum delta P, which is minimum, and this is the screw compressor, and this delta P is higher. Здесь также разница в этом ДТП для компрессора турбокор и скру компрессора. Due to the oil. Только лишь из-за Just the oil масла. effect. Только лишь из-за масла. And this will cause a loss of efficiency, or will give us an advantage in efficiency. И эта разница также дает преимущество в энергоэффективности. Yeah? So what's going to happen is, Что как бы случается? Почему это происходит? Почему это случается? if you have a screw compressor, Если скру компрессор, you have your 10, 16. 10-16. This is your discharge temperature. That will mean, the chilled water side, from the recooling side, you have to maintain У драй-кулера будет температура due to the oil factor and the minimum delta P, a temperature difference between around about 12 to 14 K. разница должна составлять 12-14 кельвин. To maintain minimum delta P of Для того, the чтобы screw compressor. обеспечить минимальный перепад давления для работы компрессора. The delta P is pressure difference in refrigerant. То есть это разница давления в делании. This delta P with quantum chiller can be lower, Разница давления в квантуме может быть ниже, which will lead us that we can provide lower recooling temperatures to our quantum chiller. Это означает, что мы можем использовать более низкую температуру для работы квантума. Это будет, соответственно, 18 градусов. Минимальная температура от драй-кулера. Which is very important, especially during spring and fall, Особенно это очень важно в работе весной и осенью, where we're having cold outside тогда, temperatures. когда у нас наружная температура более низкая. That means we don't have to reheat or to keep our recooling circuit warm Это означает, что нам не нужно поддерживать наш этот контур вторичный теплым and losing performance. и терять, соответственно, производительность. Because this temperature, especially in combination with hot water operation, Потому что если мы возьмем эту температуру в расчет частичной загрузки, will give us COPs даст нам коэффициент КОП higher 10. больше, чем 10. Sometimes it's 12, sometimes it's 14, Иногда это 12, иногда это 14. sometimes it's 9.8. Иногда это 9,8. But this is a very, very huge difference between screw compressors. Но это очень большая разница, принципиальная разница с обычным теплокомпрессором. We have a tool of analyzers, it's called Cool Compare. У нас есть инструмент для анализа работы машин при частичной загрузке, называется Cool Compare, Where we can do simulations for your project. где мы можем делать симуляцию ваших проектов, симуляцию разные варианты работы, да, то есть разные режимы работы. And show you what we can do with, in combination with a quantum chiller, partial operation mode, design temperature to a dry cooler is very important. Just displaying the whole system setup and finding out the right solution for you. С помощью этой программки мы можем показать вам, как будет работать система в течение всего года, какова будет ее производительность, энергоэффективность. Причем мы можем сравнивать разные системы с драй-кулером, с гравированными, с компрессорами турбокора и, соответственно, с стандартными компрессорами. 20 seconds. And then screw chiller will start up again and be online within 100% of load within 2 minutes. Да, обычный компрессор через 20 секунд опять может запуститься и полностью, вот есть пиковое значение через 20 секунд, да, потребляемой электрической мощности, и через 2 минуты он выйдет на 100% полную производительность. Remember, the problem is not if
unit would stop. The problem is when it will be back on. That's the problem. Проблема не в том, когда машина встанет, а проблема в том, чтобы спустить ее опять на рабочий режим. В этом заключается. So this is a regular screw tuner. Это обычный скрутчик. The bad news is that this is us. Плохая новость в том, что это наш график, как квантум начинает здесь работать. When the quantum stops, it closes the inlet guide planes and does a complete restart. It just simply takes longer. We have to close the inlet guides, the inlet guide planes, and it will reset, and we have to open it again, and this just simply takes time. В том, что перезапуск компрессора турбокор требует больше времени, потому что он полностью закрывается, прекращается работа, и потом полностью приходит перезапуск. So we will be back online within 6 minutes on 100% load. Соответственно, ему требуется уже 6 минут для того, чтобы выйти полностью на 100% производительность после выключения. In regular operation mode. В обычной работе. Не модифицированная, так скажем, машина. Да, это самая простая версия. Having the controller on the UPS. Just putting the controller on the UPS. Имея только лишь контроллер, подсоединенный к независимому стойке бесперебойного питания. Yeah. Because now, power outage. Теперь общее питание выключилось. Compressors will stop, unit will stay online, controller will stay online and say, I'm still a quantum chiller. Компрессор выключится, но контроллер будет в рабочем состоянии, он будет помнить, что он quantum chiller. It will bring us a startup time around here, 4 minutes. Это позволит сократить время возобновления работы компрессора до 4 минут на 100% производительности. Roundabout. Приблизительно 4 минуты. UCO, this will happen. Опция вот этого This is UCO. UCO. 1, 2, 3. All options. Если мы применяем эти все опции, да, то вот это вот график работы в этом случае. Power outage. Питание включается. UPS, limited current. С ограниченной мощностью. And it will be back online. И опять возвращается на нормальную работу на 100% производительности. There is no disruption to service, just for a very short period of time. То есть приблизительно на 30 секунд идет снижение просто холода производительности. То есть на 30 секунд идет снижение холода производительности. That's the time. Power outage, UPS system will be back online. Yeah, coming up Это 100%. приблизительно то время, когда система UPS на полную мощность начинает работать, и этот период мы используем. Соответственно, 30 секунд только нужно для того, чтобы вывести машину на рабочий режим опять. We came up to the idea, driven by a discussion with an internet provider, about this here. Buffer tank design. Также иногда вопрос обсуждается наличие бак-аккумулятора в проекте. Very simple. Let's stick to the 700 kilowatts. Если мы возьмем для расчета, как образец 700 киловатт холода производительности, 700 kilowatts, delta T of 6K дельта Т 6 кельвин, is 100 cubic meters per hour. это 100 метров кубических в час расхода Still энергии. water circulation. Yeah. Now when you have to overcome for a period of 10 minutes, for example, Если рассчитать на запас на 10 минут, это 10 количество minutes. холода. would be a sixth of an hour. That means around about 15 cubic meters of buffer tank. Это будет означать приблизительно 15 кубических метров бак-аккумулятора. It's just 700 kilowatts in just for 10 minutes. Только для того, чтобы сохранить 700 киловатт на 10 минут, 15 кубов. Roundabout. Now if you're not talking about 700, Если мы сейчас говорим не о 700 киловатт, if you're talking about 2.1, если мы говорим 2,1 мегаватт, you see what your buffer tank will become. тогда можно считать бак-аккумулятор. Huge. Большой. Very huge. And you have to install it inside your building. Это нужно поставить внутри You здания. have static problems. You need a lot of space. Нужна мощность, место помещения, статические вопросы. Buffer tanks in this size need to be hydraulic-wise handled carefully. Он должен быть в данном случае гидроизолирован очень аккуратно. And this will, I wouldn't say give you a lot of problems, but you have to think of what you're doing here. То есть мы не хотим сказать, что это принесет много проблем, но нужно просто отдавать себе отчет, думать о том, что вы делаете. Because currently we're working on data centers with a cooling load of 12 megawatts up here. Ну, потому что в итоге как бы сейчас больше и больше мощности ЦОДа до 12 мегаватт. This is all driven due to this cloud computing. Это сейчас новые современные
клауд, так называемые компьютеры, да? Как правильно назвать? Облачное вычисление. Облачный. Хорошо? Because То есть прямой перевод, клауд. Правильный перевод. Requires a completely independent infrastructure, modern infrastructure, because it concentrates a lot of cooling load on a very limited space. Эти компьютеры требуют такой уже серьезной инфраструктуры, потому что им требуется на маленькие, как скажем, площади большой ходопроизводительности. Means availability is a factor. То есть доступность и надежность — это фактор большой в этом случае. Due to this discussion with the provider, we came up to the UPS or UCO idea because due to this the discussion here. Ну и поэтому, исходя из этих современных требований, были созданы как образцы вот эти три опции, три варианта работы чиллера в центрах обработки данных. Вот в последнем варианте мощность PPS для 700 киловаттного чиллера какая должна быть? Вот этот график. Это может быть what is capacity of UPS should be in this case. If you take full capacity of 700 kilowatts. Good enough? Don't know. No, tell you why. Я не знаю, сейчас скажу почему. Tell you why. I don't know. Because this is driven by the philosophy. Но потому что опять управляется философией. The UPS system is usually it's designed like it's scalable. It's scalable like ours. Это, то есть масштабируется, да, как наши компрессора, машины. The UPS is designed to fit to the IT hardware. Соответственно, он проектируется под компьютерную технологию. They won't match the cooling capacity 1-to-1. Они they won't match the cooling their IT load 1-to-1. То есть, соответственно, нагрузка должна быть соответствовать один к одному, да, по производительности. Same here. We just simply take the rest, or we ask them to add one more module. Соответственно, мы от этого отталкиваемся, да, что какую холодопроизводительность хочет получить This is our design criteria. Это наш критерий. Мы можем поставить холодопроизводительность ту, которую хочет. Makes the unit much more simpler. Делает саму холодильную машину гораздо проще. Much more efficient. Более эффективную. And when it comes to data centers, it's always this thing: reduce the single points of failure. Соответственно, здесь меньше частей, которые могут быть сломаны, да? То есть меньше компонентов в холодильной машине, которые сломаются. Every component is theoretically a single point of failure. So if you don't have it, you don't have a single point of failure. То есть, условно говоря, да, каждый компонент имеет право на быть сломанным, а чем меньше компонентов, тем меньше, так сказать, вероятность того, что они сломаются, да, в комплекте, в машине. Which means that your reliability will go up and your risk will go down. Это означает, что правильное слово подобрать. Надежность машины, да, вырастает, и, соответственно, риск уменьшается. Water is inside the tubes, of course. То есть refrigerant is outside. Вода внутри, а фреон снаружи, это всегда. Each compressor has its own connection. Каждый компрессор имеет свое подсоединение. So that they won't interfere with each other. То есть они друг на друга не влияют. And it's always two pass. Всегда двухходовой, то есть вход и выход с одной стороны. And to achieve the highest efficiency, the inlet is always down. И для большей эффективности, решения большей эффективности, вход всегда снизу. It's the highest delta. Более дельта получается, более большая дельта получается, да. It is the best design you can get. Это самый лучший дизайн, который можно сделать. When you sum it up, it's not just the compressor, it's the controls, it's the design of the heat exchangers. Everything comes together in one piece, and this makes it what the value will be of quantum is made of. И если мы суммируем вот то, что было сказано, то три основных составляющих, да, это теплообменник, это контроль, управление и компрессор, объединенные в одну машину, дают вот такой хороший результат. Means you have to understand quantum as a system, not just simply as a chiller. То есть очень важно понять, что квантум это не просто холодильная машина, это система. Очередные игрушки. All the way from Hamburg to Moscow. This
is a type of regular screw chiller. Вот эта часть теплообменника трубы обычного компрессора, обычной холодильной машины с турбокомпрессором. And this is a pipe or evaporator from the quantum chiller. И это часть теплообменника квантума. The difference is that the surface of this quantum chiller pipe is 4 times higher. Разница в том, что здесь поверхность теплообмена в 4 раза больше. And this pipe cannot be used in a screw chiller application. И этот тип теплообменника не может использоваться в чиллерах с Because the oil will cover the whole surface. Потому что масло в противном случае забьет всю поверхность. И никакого термодинамического обмена не будет. Second thing is, you have a look at the pipes, they have a drill inside. Если внутрь посмотреть, вы увидите резьбу. That means that our condensator and evaporator И конденсатор, и испаритель. are both designed Оба спроектированы to act like this. на скорость 1,1, 2,2 метра в секунду. Жидкости внутри трубок. Variable speed, То есть скорость это может меняться. mass flow for energy. Круг компрессора вам даст точно 700 киловатт. Because what train and carrier does, they have different sizes of compressors and they mix them up to meet the cooling Потому requirements. что Carrier, Trailing, York, они имеют компрессоры разной мощности, они комбинируют их, дают вам ту производительность, которая нужна. We only have one size of compressor, У нас есть только один тип компрессора. and we scale it up. Два. Ну, один. In this case, Соответственно, мы используем только этот тип компрессора с одной мощностью. here, can you see this? 700 kilowatts. 700 киловатт. With quantum technology would be a 3 compressor. Будет с чиллере квантов 3 компрессора, Have 300 kilowatts each. каждый по 300 киловатт. That means we would deliver 900 kilowatts. Это означает, что мы поставим машину с 900 киловатт номинальной полупроизводительности. That means quantum Это означает, is 900 kilowatts compared to 700. Это означает, что квантум 900 киловатт будет сравниваться с челлером обычным 700 киловатт номинальной полупроизводительности. Which would be part-load. We're full load is part-load for the И это chiller. будет означать для работы квантум частичная загрузка, да, в сравнении с обычным компрессором 100% загрузки. In this case, В этом случае, full load COP of a quantum chiller would be better than a screw compressor. естественно, коэффициент ХОП будет лучше, чем у обычного компрессора. Потому что для квантума это уже частичная нагрузка. Now, suppose we don't have any 700, we have 850 kilowatts. Но если мы имеем не 700, а 850 киловатт, In this case, screw compressor would be better than a quantum chiller. компрессор будет лучше, чем квантум. Да? То есть при одинаковой номинальной, когда мы четко ставим компрессор под требовательной производительности, Full load COP. при полной нагрузке скру будет лучше. При полной нагрузке. Но она не всегда возникает, да? Depending on how you're cooling the Для чего whole просто использовать? Здесь вот вопрос использования. Конечно, вопрос использования. И здесь основная задача, и как бы проектирование вообще системы, когда идет подбор оборудования, для того, чтобы сделать номинальную нагрузку, уже частичная. А компрессора только одной мощности могут стоять или разные, например, там разные мощности компрессора могут комбинироваться или только одной? Нет, только один. Только одной мощности. Да, Там, да, либо если все взяли 300, или либо все все 300, или все, все это. In the second presentation, we can show you how we can cover that.